Бывший премьер-министр Мухаммед Калыа Балгазиев провел встречу с исполняющими обязанности членов правительства и коллективом аппарата правительства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства. Мухаммед Калыа Балгазиев отметил, что каждый день совместной работы был направлен на улучшение жизни граждан и повышение экономических показателей. Социально-экономические вопросы накапливались и не решались в течение десятилетий, и решить их за короткий срок невозможно. Для поступательного развития в стране должна быть общественно-политическая стабильность, экономика без политики, конечно, нужны сильные кадры, сказал он. Экс-глава правительства подчеркнул, что у Кыргызской республики прекрасное и светлое будущее. За поддержку и конструктивную работу хочу выразить благодарность президенту Кыргызской республики, спикеру и депутатам парламента, сказал он. Мухаммед Калыа Балгазиев отметил, что повышение экономических показателей, забота об интересах граждан и подрастающего поколения, верховенство закона должны быть приоритетными задачами для руководителей всех рангов. Никакой альтернативы реформам на сегодняшний день нет. Мы должны все ресурсы и возможности государства направлять на решение экономических задач. Уверен, что начатые системные преобразования будут продолжены, резюмировал он. Экс-глава правительства отметил, что накануне он принял политическое решение уйти в отставку. В последнее время в адрес правительства, в мой адрес в Жагорку Кениши высказываются обвинения с неподтвержденными фактами. Все это меня сильно обеспокоило. Критика в отношении правительства была всегда, но слова, которые навели тень на авторитет, репутацию правительства, привели меня к этому решению. Хочу еще раз особо подчеркнуть, что я не имею никакого отношения к уголовному делу по радиочастотам. Для справедливого и объективного рассмотрения этих вопросов я взял краткосрочный отпуск. Следственные мероприятия продолжаются, и неизвестно, когда они завершатся. Поэтому, соблюдая государственную этику, понимая важность концентрации усилий исполнительной ветви власти в период кризиса, связанного с коронавирусом, я пришел к такому решению.